В республике продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана». К нему могут присоединиться организации и предприниматели, но их продукция и услуги должны отвечать установленным требованиям и пользоваться спросом. Подробнее расскажет директор Государственного регионального центра стандартизации метрологии и испытаний имени Муратшина в Республике Башкортостан и заместитель председателя комиссии регионального конкурса «Лучшие товары Башкортостана» Сергей Севницкий. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, какая основная миссия конкурса и он как-то связан с конкурсом «100 лучших товаров России»? Он является, можно сказать, неофициальным региональным этапом как раз конкурса «100 лучших товаров России». И основная задача, одна из основных задач, да, то есть это подготовка предприятий к конкурсу «100 лучших товаров России». Но самая основная задача от этого конкурса – это мы всегда ищем эпитеты, да, то есть что дает конкурс. Вот в этом году, значит, мы предприятиям, которых приглашаем, говорим: вы получаете аудит относительно товара, на который вы заявляетесь на конкурс, то, как его воспринимают контрольные организации, да, то есть то, как его воспринимает потребитель, то, какие требования к нему, да, то есть декларирует нормативная документация, как они выполняются. То есть аудит, который вы полностью получаете, да, то есть в рамках этого конкурса, и этим конкурс уникален. То есть другого такого конкурса у нас в стране нет. Расскажите, в этом году он проходит 26-й раз, и какие уже есть достижения за предыдущие годы? Ну, наверное, то, что он уже 26 раз проходит, уже само по себе достижение, да, то есть я думаю, что истории, которые имеют такую длинную историю, наверное, ну, там раз-два и обчелся. Достижение, ну, то, что, во-первых, этот конкурс продолжает пользоваться, да, то есть популярностью. Этот конкурс, ну, когда мы говорим про качество, понятие качества, оно понятно всем, да, понятно нам как потребителю, понятно как предприятию. И то, что этот конкурс привлекает внимание, да, то есть и его результат этого конкурса, да, то есть оценивает в том числе и потребитель, наверное, это основное достижение этого конкурса. Расскажите, что в целом дает данный конкурс предпринимателям и организациям Республики Башкортостан? Ну, как я уже сказал, да, то есть это по факту аудит, да, то есть тот, который предприятие проходит не относительно своей деятельности, а относительно конкретного вида изделия, с которым оно на этот конкурс заявляется. Ну, и, безусловно, это реклама, да, то есть это одна из самых широких реклам, которая делается конкурсу, потому что она максимально широко, максимально открыто освещается, да, то есть и та продукция, которая получает достойную оценку, да, то есть информация о ней, она достаточно обширна в средствах массовой информации, в специальных каталогах, да, то есть на сайтах министерства, ведомств. То есть эти преимущества, как вы уже ранее отметили, получают победители конкурса, да? Конкурс уникален тем, что тот, кто хочет, и тот, кто стремится к качеству, да, то есть тот на самом деле уже всегда победитель, да, то есть поэтому в этом конкурсе есть те, кто являются лидерами, да, то есть те, кто проходит этот конкурс, но у них есть какие-то вопросы, да, то есть которые, ну, пока не позволяют их сделать лидерами. Они обязательно, да, то есть являются дипломантами конкурса, ну, там условно первое и второе место, да, то есть если так говорить. Есть те, кто не проходит этот конкурс, да, то есть, но это опять же не повод расстраиваться, это наоборот повод задуматься, что не так с продукцией, да, то есть предприятия есть такие, которые заявляются, да, то есть на этапе работы с документами, с экспертизой, да, то есть вопросы, которые они не успевают решить, да, то есть, ну, практика показывает, что они очень стремятся в следующем году прийти, да, то есть для того, чтобы как раз то, что не успели доработать. А вот кто проверяет, соответственно, предприниматели и организации? Условно говоря, я вот произвожу, ну, как пример, электропечи, вот это представители профильных ведомств или профильных организаций или независимые эксперты? Ну, смотрите, основа конкурса, да, то есть в том, что предприятие, оно не просто заявляется с продукцией, да, то есть оно в рамках этого конкурса проходит анкетирование, да, то есть и работа над этой анкетой – это основная цель, скрытая цель, да, то есть предприятие, ну, там можно 100 раз нанять внешних людей, которые вам совершенно замечательно подготовят документы. Но когда сам руководитель или ответственная служба, да, то есть готовят по конкретному продукту анкету,
который дальше потом проходит проверки, да, то есть это вот уже то, что эта анкета готова и она сформирована, это уже наполовину, да, то есть достижение результата. Дальше комиссия, на самом деле, конкурс по 5 номинациям проводится. Продукция производства технического назначения, да, то есть, ну, номинации все перечислены, сейчас время тратить не буду, то есть по каждой номинации привлекаются, как я уже сказал, контрольно-надзорные организации и профильные министерства, да, то есть если это продукция сельхозпредприятия, обязательно к оценке привлекается представитель Министерства сельского хозяйства. Да. Вот, поэтому у нас одна из самых представительных комиссий конкурсных, то есть помимо того, что руководители практически большинства министерств, Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности, Министерства здравоохранения, Министерства образования, руководители этих министерств являются членами этой комиссии, так еще и саму комиссию возглавляет премьер-министр Андрей Геннадьевич Назаров, поэтому, ну, наверное, второй такой комиссии в таком составе тоже поискать сложно. А вот расскажите о проекте, который реализуется совместно с коллегами из Республики Беларусь. Как в целом родилась эта идея? Ну, родилась идея на полях форума «Инопром», который в прошлом году проходил в городе Минск в рамках заседания рабочей группы по развитию сотрудничества между республиками. Значит, вопрос по качеству товаров, он всегда является важным, но и вот для того, чтобы мы, наша продукция, производимая в республике, и та, которая реализуется в Республике Беларусь, дополнительное подтверждение качества, да, то есть перед потребителями получала, да, то есть было предложено наши 2 конкурса поженить, да, то есть условно, потому что в нашем региональном конкурсе и в белорусском конкурсе могли принимать только местные производители. Породило вот это все процесс, то есть все согласились, внесли изменения. На сегодняшний день мы, наверное, первые из регионов, кто подписали такое соглашение, и на сегодняшний день продукция, которая производится в республике, но продается в республике, производится в Республике Башкортостан, продается в Республике Беларусь, она может быть участником этого конкурса и может стать в отдельной номинации лучшим продуктом Республики Беларусь. И зеркально также это отношение имеет и к продукции, которая производится в Беларуси. То есть белорусские товары, я имею в виду, производители тоже смогут участвовать в конкурсе. А вот в целом, как будет происходить отбор? Ну, там есть хитрые правила. Для того, чтобы стать участником конкурса в Республике Башкортостан, сначала надо быть победителем конкурса в Республике Беларусь, да. И, соответственно, там уже коллегами отбор проведен, да, то есть там уже продукция оценена, да, то есть она уже получила маркировку, то есть у нас остается только задача не проверить ее на предмет соответствия нормативным документам, а проверить на то, как она воспринимается рынком, потребителем, да, то есть это делается здесь механизмом, да, то есть работы с покупателем и сбором отзывов по этой продукции. Вот у меня такой вот вопрос. У победителя, который становится лучшим, но я имею в виду, получает номинацию «Лучший товар Башкортостана», сколько у него действует логотип в целом? И расскажите, как предприятия могут подтвердить свое право на их использование спустя время? Значит, по правилам конкурса предприятие, которое выигрывает, становится лауреатом или дипломантом, оно получает возможность маркировать свою продукцию этим логотипом «Лучший товар Башкортостана». Это право выдается на 2 года. Да, соответственно, если предприятию по этой продукции требуется дальше продолжать, оно должно заново принять участие в этом конкурсе и опять попытаться стать победителем. Расскажите, пожалуйста, когда и где будут объявлены результаты конкурса? Когда? Это традиционный конец мая либо начало июня, где пока это сюрприз. Скажу, что прошлые года мы это делали в рамках форума «Газ-нефть-технология». Где это будет в этом году, давайте пока, пускай это остается сюрпризом. А вот до какого срока, я имею в виду, до какой даты можно подать заявку? Ну, вообще, по условиям конкурса, подача заявки до 1 апреля, да, то есть, принято решение продлить сроки подачи заявки до 15 апреля, поэтому для предприятий, которые решили принять участие, уже надо как-то торопиться с этим вопросом, чтобы стать участником в этом году.
А в целом, какие эффекты дает вот этот данный конкурс для производителей и какой вклад он вносит в Республику Башкортостан, а конкретно в ее экономику? Производство качественной продукции, да, то есть это первое позиционирование, да, то есть республики. Мы на сегодняшний день в Российской Федерации себя позиционируем, и есть для этого все основы, да, то есть то, что наши производители, товаропроизводители выпускают качественную продукцию, и за нее в первую очередь голосует потребитель. Эффект от конкурса товаропроизводитель получает, это уверенность, то, что он выпускает качественную современную продукцию, которая востребована на рынке, и что, выпустить, чтобы она лежала на полках, наверное, нету ни у кого из продавцов желания, да, то есть это дополнительный стимул, да, то есть для товаропроизводителя дополнительное подтверждение, что продукция пользуется популярностью, а для нас с вами, потребителей, да, то есть это дополнительная возможность еще раз, да, то есть удостовериться при выборе продукции, да, то есть какую продукцию выбирать. Ну и, соответственно, конкурс помогает региону формировать, даже сказать, инфраструктуру и качество, я имею в виду продукции, как вы уже сказали. Говорить, да, о качестве можно бесконечно. Самое главное, как мы его с вами воспринимаем как потребители. Поэтому все то, что касается этого термина, это все входит в инфраструктуру качества. Это то, что делает нашу с вами жизнь качественной, да, то есть, ради этого, собственно говоря, эта работа и проводится. А что бы вы пожелали нашим производителям и предпринимателям, которые все-таки еще сомневаются, стоит ли им подавать или нет? Не сомневаться, то есть это конкурс нужен им в первую очередь. Это конкурс, который покажет, что с продукцией, да, то есть вдруг не так. У нас на сегодняшний день многие виды надзора, они под мораторием, да, то есть и предприятия, да, во многих сферах просто не представляют, есть ли нарушения, да, то есть с качеством той продукции, которая выпускается, которая нету обратной связи у предприятия, да, то есть от потребителя. Вот этот конкурс, как раз эту уверенность должен дать производителю. Благодарю Сергея Анатольевича за беседу. А это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.